Воспоминания незаконно депортированных кумыков. 12 апреля 1944 года. Моего дядю тогда вызвали и попросили без паника готовиться к высылке. «Хоть вы захотите, хоть нет, — сказали они, — вас выселят с ваших домов со всеми вашими принадлежностями». Я был маленьким, но я помню, как нас всех, как будто вы высыпали в Махачкале возле озера Ахкёль. Там нас нескольких тысяч людей без еды продержали 3 сутки. Видимо, еще думали, что с нами делать после того, как выселили из домов. Позже нас всех загрузили в вагоны, которые предназначены для скота, и снова высыпали, уже на другой железнодорожной станции. Так и началась наша новая жизнь. Немало людей тогда умерло от тифа. А когда мы вернулись в свои края, никому не хотели возвращать наши дома. Все остановились там, где смогли. Татаев Магомед, село Альбуркент. Я Агавова Дади. Мне было тогда около 9-10 лет. Когда мы вернулись обратно в свой родной Альбуркент, в нашем доме жил какой-то чиновник. У нас был один из лучших домов в селе. Видимо, поэтому чиновник выбрал именно наш дом. Мой отец пропал без вести на войне. Он был танкистом. Поэтому некому было забрать дом обратно. В связи с этим мы жили у бабушки. Потом приехал мой дядя и заселил нас в наш родной дом, убив представителя власти, который не хотел нам отдавать наше имущество и жил в нашем доме. Дади Агавова, село Альбуркент. На тот момент мне было 10 лет. Не было никаких даже намеков, что нас смогут депортировать. Рано утром мы собирались пасти коров, но пришел один человек и сказал: не нужно выводить коров из стойбища. Когда спросили, в чем дело, он ответил, что нас всех выселяет Бамат-Юрт. Мы ничего не поняли. Все были очень удивлены. А наши мамы начали плакать. А позже, когда люди пытались возвращаться к себе домой, их сажали в тюрьму. Амин Насруддинов, село Тарки. Когда нас депортировали в Осман-Юрт, мне было 6 лет. В Осман-Юрте пришло извещение о смерти нашего отца на войне. А еще чуть позже умер наш дедушка. Как умер представитель мужского пола в семье, а мы, дети, остались с мамой, пришел кто-то из представителей власти забрать нашу единственную корову. Ему объясняли, что у нас на днях умер дедушка. Умер на войне отец, а мама целыми днями в колхозе работает. На что он ответил: их отец сдох под ногами у немцев, пусть и они помрут с голоду. Позже этот же человек пришел забрать наши ковры и подушки, якобы за какой-то налог. Мама была целыми днями на работе в колхозе, а мы часто сидели на улице в ожидании, что нас кто-то накормит. Был случай, когда я, будучи девочкой, пошла на местную мельницу и рассказала им о том, что дома нечего кушать. Мне дали 5 килограммов муки. Кушали мы в основном халта, траву и крапиву. А если найдем еще соль, очень радовались этому. Когда мы вернулись и просили уголок, нам говорили, что у земли нет хозяина, и отправляли обратно в Осман-Юрт. Аминат Магомедова, село Кяхулай. Я был маленьким, но я помню, как мы 3 раза возвращались в Тарки. Нас отправляли обратно. Вагид Вагидов, село Тарки. Нас, когда забирали, мы были маленькими детьми, которые игрались на улице. Как нас поселили в новом месте, я пошла в 4 класс.
У меня осталось в памяти, как нас, подобно животных, грузили в эти вагоны. А с вокзала села Карлан-Юрт нас на одной арбе с буйволом поместили 2 семьи со всеми нашими принадлежностями и повезли в это чеченское село. Там нас в один дом заселили тоже 2 семьи вместе. Не всем хватало домов. Нас было 2 девочки и мама. Выживали как могли. Так жили и другие. Бедные вернувшиеся чеченцы ждали у своих ворот в ожидании, пока люди выйдут из их домов. Мы все, конечно же, освободили их дома и оставили им многое из своего имущества. Тетей Чонтукова, село Альбуркент. Мне было примерно 12 лет. Я в тот день в лесу сломал ногу. Меня в таком же виде погрузили в грузовую машину вместе с 3 другими семьями, и мы уехали. Когда приехали на место, в этих домах то не было окон, то не было дверей, а лучшее из имущества чеченцев уже забрали представители власти. Не было ничего кушать, мы поехали туда с пустыми руками. Поэтому были те, кто умирал от голода. Нас выселили в первую очередь для того, чтобы забрать земли нашего джамаата. И Навалакский район, и часть Кумтаркалинского района, и большая часть Махачкалы принадлежали нашим селам. Ганипа Ганипаев, село Тарки. Когда мы приехали в Бамат-Юрт, нам нечего было есть. Часто приходилось кушать траву, которую кумыки называют халта. В это время мой отец был на войне, и нам пришла похоронка. Я очень хотела учиться и ходила пешком в школу в соседнее село Муцалаул. 7 километров в одну сторону и 7 километров обратно. Когда мы вернулись в свой аул, нам ничем не помогали. Не хотели оформлять никакие документы. Были определенные бланки заявлений, после заполнения которых причитаются компенсации. Но на наши заявления отвечали, что это касается только репрессированных народов. А наш народ отказывались признавать репрессированным. Атикат Яхьяева, село Альбуркент. После возвращения, когда нас не пускали селиться у себя в домах, наши люди попросили дать разрешение поселиться хотя бы на пустом месте в соседнем поселке Шамхал. На что председатель Верховного Совета Токтаров сказал: «Если будете выступать с такими предложениями, отправим вас еще дальше, чем чеченцев». Айдемир Айдемиров, село Кяхулай. Мой отец умер на войне. А в 1944 году меня и маму насильно выселили из родного дома. Когда мы захотели вернуться, все, кто как мог, препятствовали и не хотели выпускать нас из Бамат-Юрта. Я сидела во дворе и видела, как моя мама ругалась с 2 мужчинами из представителей власти, которые не хотели нас выпускать. Благодаря настырности моей мамы нам все-таки удалось уехать из этого села. Но когда мы приехали в Тарки, мы увидели, что там живут другие люди. Просили пустить нас в дом, а они нас даже слышать не хотели. Тогда моей маме посоветовали обратиться за помощью к одной женщине в Буйнакске. Ее звали Роза Ильдарова. Мы поехали к ней, и мама объяснила ей наше положение. Что она с маленьким ребенком осталась на улице, а ее дом не хотят освобождать. На следующий день Роза Ильдарова отправила вместе с нами одного мужчину и одну женщину, которые вывели из нашего дома чужаков. Мама поставила новый замок, и мы ушли остаться этой ночью к другим людям. Когда мы вернулись утром в дом, чтобы привести его в порядок, то увидели, что бывшие жильцы вернулись ночью и от злости на нас разрушили в этом доме все, что могли, что даже обвалился потолок. А когда моя мама
ушла взять землю для штукатурки и ремонтных работ, ее задавило землей, и она умерла. И я осталась одна, без отца и матери. Гилянханум Магомедова, село Тарки. Мне было 11 лет. В Махачкале возле микрорайона школы механизации был наш огород. Поработав там, я вернулся домой и увидел, что во двор вывалена вся наша постель и все другие принадлежности. Какие-то милиционеры ходили и выгоняли нас с криками «Быстрее, быстрее!». Увидев это все, я, будучи мальчишкой, убежал туда. В эти дни моя мама лежала в больнице. Я побежал в первую очередь туда и ночью остался во дворе больницы. Мама, узнав о том, что я нахожусь там, передавала мне свой паёк еды, который давали ей. Через пару дней меня поймали и отправили на поезд в Мамат-Юрту, где через 2 года скончался мой отец. Сулейман Сулейман.